Наша работа заключается в обнаружении и ликвидации лесных пожаров. Обнаружение мы сейчас вот осуществили лесопатруль с осмотром пожара, который ликвидирован пожар. Принцип работы такой: мы летим, взлетаем ежедневно по условиям погоды, за исключением, когда дождь, мы только не летаем, а так мы летаем ежедневно. Добрали здесь, как в машине, надо пристегиваться, техники безопасности, и вот такие вот виды открываются. Просто прекрасно. Блин, завидую вашей работе. Такая красота каждый день. Ну, я в системе работаю уже 27 лет, сразу после армии устроился. Там было много чего такого. Падать приходилось? Да, один раз. Я был рыжий, веселый парень. Сейчас я остался седой и хмурый. Зачем вот это вот все? Чтобы чисто было. Ну это жизненная необходимость, потому что обзор. Сейчас в 1 часов у нас по плану вылет на вертолете Робинзон Р-44, осуществление лесопатруля. Зайдем на пожар номер 8А, ликвидированный, который вчера. Посмотрим, подсядем, наверное, туда еще, довезем топливо для машины. Ну, короче, выполним такую необходимую работу на вертолете. И потом уйдем дальше по маршруту. Сколько на час полета тратится топлива? Ну, это где-то примерно 60 литров бензина на вертолете. Обстановка нормальная, контролируемая. Мы позавчера высадились на пожар Ангаласский. Вчера его вечером ликвидировали. И сегодня вот дорабатывают. 4 часа должен быть вертолет. Патруль, если что-то найдет, то будет переброска. Если нет, то вывозка в отделение. Сколько бойцов работает? 16 человек. Ребята, сколько вылетов, сколько, блин, десанта было? В этом году боевых два, да? Два прыжка Два прыжка было. Десантирование не считали. Около 10, наверное. Около 10. Это каждый год так или как? Да. И так вот в полевых условиях. Скажите, что самое страшное, когда вот видите огонь? Самое страшное, наверное, верховой, когда близко. Верховой пожар. Самое опасное. А так нормально. Человек привыкает. На фронте пожара мы высадились на КСК. Вот это спусковое устройство. Называется комплект для спуска системы Кашевникова. Вот. Спустились на кромку пожара и сразу начали работать с пожаром. У нас из инструментов РЛО ранцевый вот огнетушитель, лопата, топоры и пилы. Как это происходит? Сначала мы спускаемся на кромку пожара, инструктор обходит пожар, определяет объем работы, организовывает план тушения, расставляет людей, кому что делать. И начинаем работу. Площадку делают некоторые для высадки другой группы. Костя. Мне хависки не ютен ревень. Там тяжеловато взлетать будет. Там она хорошая панель? Нет, она вот так идет. Остаток? Конечно. Локализация пожара зависит от объема пожара, площади. Например, вот такую 2 гектара. Прошло сутки, не сутки, почти ребята не спали. Там же на кромке слушали и копали его всю вокруг, окопали лопатами. И отожгли лопатами, топорами, бензопилами. Валят сухостой, убирают валежники, грузят просеку и по ней копают вокруг пожара. А техника была привлечена? Нет, там доступа, техники нет, там доступа техники нет.